Слово предоставляется председателю постоянного комитета Государственного собрания ЛТУМЕН по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павелу Петровичу Петрову. Спасибо, Елена Христофоровна. Нет, спасибо. Я маленько думал, что у меня будет регламент, и хотел просить еще 5 минут дополнительно. Но, понимая о том, что очень много вопросов были заданы именно по той теме, и то, что Михаил Викторович очень много доложил, я постараюсь сократить свой доклад и уложиться в 10 минут. Поэтому, уважаемые коллеги, мне бы не хотелось впечатлять о том, что мы, начиная с января 2019 года, то есть с начала созыва, 6-го созыва, мы именно провели 11 мероприятий по Северному Завозу, где были для нас очень много мероприятий. Я не хочу их перечислять, но я хочу после окончания нашего совместного комитета передать, Елена Христофоровна, вам, чтобы они нашли отражение именно в этом. Единственное, я считаю о том, что мы в конце концов, по истечению, начала 2020 года, рассмотрели вопрос по поводу закона о Северном Завозе. Нашли согласование со всеми структурными подразделениями, со всеми депутатами, особенно от Арктики, мы согласовали. И я надеюсь на то, что мы буквально на следующей неделе данный вопрос рассмотрим непосредственно на пленарном заседании и примем закон о Северном Завозе. Это очень важный вопрос, на который будет регламентировать и определять все действующие составляющие вопроса именно по Северному Завозу. Уважаемые коллеги, но я еще хотел обратиться о том, что самый жизненный и важный вопрос – это, конечно, снабжение продовольствием. Без него жить нельзя. Но есть еще такая пословица о том, единым хлебом жив не будешь. У нас очень много вопросов. Губам я уже не могу, я уже так наклонился, что это. И единым хлебом жив будешь, поэтому у нас очень много вопросов, которые есть. Это обеспечение и жилищно-коммунального хозяйства, это обеспечение и здравоохранения, как подчеркнул Владимир Ильич Чигинаров, это снабжение и системы образования, это снабжение системы и культуры, и другие вопросы, которые тоже занимают жизненно необходимую, жизненно важную роль непосредственно для комфортного проживания в арктической зоне. К сожалению, это тоже оставляет желать лучшего. Даже интернет, который сегодня невозможно полностью обеспечить, он не находится в полном объеме. А сегодня интернет он необходим полностью для каждого жителя республики. Поэтому я буду говорить и сразу предлагать предложение о том, что оно есть. Елена Христофоровна, нужно, наверное, скорее всего, нам на совместных комитетах также провести расширенное уже заседание непосредственно по полной жизнеобеспечению. Наверное, после того, как мы примем закон и определим это. Следующий вопрос. Конечно, мы еще в 2019 году ставили вопрос о том, кто будет оператором, непосредственно оператором данного Северного Завоза. Мы создали единственное, наверное, как подчеркнул Виктор Николаевич, министерство, это Министерство Арктики. Но, наверное, на наш взгляд, считается о том, что необходимо дать им карты в руки, и пускай они определяют непосредственно это. Потому что я еще раз подчеркну, это и Минсельхоз, это и Министерство предпринимательства, это Министерство здравоохранения, это Министерство образования, Министерство и другие министерства, которые есть, необходимо, наверное, создать общее. Кто должен заниматься полностью всем жизнеобеспечением? Естественно, наверное, под вашим руководством, Михаил Викторович. Поэтому здесь нужно сделать. Любовь Леонидовна четко подметила по поводу того, что зеленый рейс. Да, зеленых рейсов, я хочу вам сказать, по зеленым рейсам, Любовь Леонидовна, вы подняли очень хорошую, так сказать, волну. Благодаря вам, наверное, до конца года было увеличение на 15 рейсов, которые есть информация, мы с вами получили. Михаил Викторович сказал о том, что они выполнили уже со 2 числа, как дали мне эту информацию, по сегодняшний день уже 10 рейсов. То есть осталось 5 рейсов, будем надеяться на то, что они выполнят. Но эти 15 рейсов – это капля в море. Она не обеспечивает должного внимания то, которое есть. У нас же сегодня существует другая проблема. Многие северные и арктические улусы, они находятся вне транспортной схемы. Сегодня транспортная схема, то, что Елена Христофоровна сказала о том, что у них сегодня нет логистики. Сегодня невозможно доставить туда не только продукты питания, но и ГСМ. И многие арктические улусы сегодня отказались от розничной продажи ГСМ населению. Это проблема сегодня. Возможно, это неправильное планирование. Здесь нужно тоже включить вопрос по поводу неправильного планирования. Возможно, это другие какие-то увеличения расходов и неправильный подсчет. Но это нужно решать сегодня, чтобы наше население не испытывало таких. Я знаю, что по некоторым арктическим районам заканчивается у нас углеводородное топливо в лице мазута, угля и так далее. Сегодня оно заканчивается,
И если во многие улусы не завезут сегодня до 15 числа уголь, возможно, у нас будут другие проблемы. Я имею в виду 15 января. Нужно решать и эти вопросы, которые сегодня жизненно важны. Жизненно важны и необходимы. Сегодня вопрос не решается по поводу снабжения зимников. И зимников сегодня у нас дороги Арктики не в полной мере финансированы для того, чтобы содержать дороги Арктики, для которых ведут. Мы понимаем давным-давно вопрос по поводу так называемой старой сталинской дороги, которая у нас идет на Тиксик, и дальше идет снабжение полностью по всей Арктике. Вопрос решается, но решается тоже со скрипом, будем говорить. Поэтому вопросов сегодня очень много. И на наш взгляд, мы рассматривали данный вопрос на комитете, буквально рассматривали в конце ноября, и предложили правительству создать единую логистическую схему по республике Саха-Якутия, круглогодичная, чтобы включал не только, как Михаил Викторович сказал, речной, то есть водный транспорт, железнодорожный транспорт и автомобильный. У нас еще есть морской транспорт. И морским транспортом в этом году доставлено 69 тысяч тонн в арктические зоны и улусы. Поэтому нам нужно объединять 4 вида. Мы должны привлечь к этому делу Российскую Федерацию и работать с ними вместе. Как снабжаться и что снабжаться. Вопрос тарифа обеспечения у нас сегодня стоит не на надлежащем уровне. Почему у нас политика ценообразования в арктической зоне у нас оставляет желать лучшего. Нам нужно привести в соответствие тарифную политику. Вот эти вопросы мы провели порядка 11 мероприятий, начиная от правительственных часов, круглых столов и рабочих совещаний, которые тоже нашли свое отражение. Я еще раз говорю, я не буду записывать, у нас здесь накопилось порядка 20. Хочу сказать, Михаил Викторович, да, очень многие предложения народных депутатов, они выполнены и сегодня нашли отражение здесь. Вы сделали подвижку по объединению 2 предприятий. Это Якутапторг и Горснаб определили. То есть это объединили, это хорошо. То есть сокращение штатов, может быть, начнут они межведомственно, прекратят межведомственную борьбу, которая у них есть. Это сам. Вы будете заниматься или мы будем заниматься. У нас, в конце концов, создан департамент именно по жизнеобеспечению. Давайте мы все это приведем в порядок, может быть, у нас из этого получится сокращение. Спасибо. Я вкратце, Елена Христофоровна так сказала, я передам. Я сначала подготовил доклад, Да. Но мы потом все понял доклады о том, то, что лучше сказать, в СМИ. да, Обязательно. лучше сказать о том, что вот сегодня какие проблемы есть. И то, что вот я хочу сказать огромное спасибо, что привлекли к данной работе. Почему? Потому что, я хочу сказать, что Государственное собрание ЛТМН, оно постоянно занимается этим вопросом занимается. И сегодня мы проводим на уровне 5 комитетов данное мероприятие, которое необходимо, важно для нашей жизни. Я просто так озвучил, извините, да, меня, может быть... Не, нормально. Спасибо. Да, поэтому я доклад свой отменяю, а вот эти жизненно важные вопросы я передам вам для того, чтобы они нашли отражение. Спасибо. Ага. Так, кроме этого, народными депутатами был поставлен вопрос создания дороги Арктики, которая сегодня многие вопросы решает. Так что парламентом много работы сделано. Так, давайте слово предоставим Ивану Ивановичу Горохову, председателю комиссии по развитию села и арктических территорий Общественной палаты Республики Саха-Якутия, человеку, который много лет работал главой района. Устоков. Да, да. Пожалуйста, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, участники заседания, вопрос этот северного завоза Лихаради, если память не изменяет, не менее 30 лет, со времен так называемой Горбачевской перестройки и развала Советского Союза. Но эту проблему мы не раз обсуждали на различных площадках, я имею в виду общественные палаты, пленарных заседаниях первого и второго составов, в том числе 3,5 года назад. Арктика ждет принятия долгосрочных, я подчеркиваю, долгосрочных, не единовременных решительных мер по повышению качества жизни ее населения и системной работы, а не так урывками, результативной работы органов государственной власти, ведомств и общественных организаций. По причине наличия ряда объективных факторов арктические территории являются сегодня, да и в перспективе,
они будут дотационными. Раз так, с принятием стратегии развития Российской Федерации и признания 13 улусов арктическими, то для их развития должно быть, естественно, участие федерального бюджета. Об этом сегодня говорили, в том числе по Северному заводу. Но мы все понимаем, это с лихвой окупится за счет природных ресурсов арктической территории. Общественная палата вносит следующее предложение. Во-первых, мне понравилось выступление председателя комитета о разработке и утверждении закона о Северном заводе. Но я бы сказал еще от имени Общественной палаты, необходимо разработать комплексную государственную программу. Но это будет, наверное, сочетаться и законодательно закрепить для не только обеспечения безопасности, продовольственной безопасности, но и в целом по Северному заводу, где должны быть отражены многие, тут об этом говорили, я не буду повторяться. В первую очередь это создание страховых неприкосновенных запасов. Первое. Второе. Мы сегодня совершенно практически не говорили по вопросам ценообразования и контроля за механизмом ценообразования. Это страшное дело. Вы сами в всех соцсетях читали, какая разница в ценах, значит, между центральными улусами республики и Арктикой. Вот поэтому здесь и у нас в решении проекта тоже ценообразования ни одного слова нет. Это очень серьезный вопрос. Мы сегодня говорим о покупательской способности. Если цены высокие, то какой разговор может идти? Ну, естественно, вот Елена Христофоровна совершенно правильно говорит, в этих вопросах местная общественность тоже должна принимать очень активное участие. Дальше, вот для гарантированного завоза грузов, значит, северной территории необходимо дальше развивать, значит, автомобильный транспорт. Для этого нужны, значит, автозимники. И в свое время, когда случился срыв навигации, значит, в 2013 году на Индигирке, когда мы чуть не разморозили 3 улуса по Индигирке, мы с Виктором Николаевичем внесли предложение о создании специализированного дорожного хозяйства «Дороги Арктики». И хорошо, что, спасибо парламенту, в то время под руководством Александра Николаевича этот вопрос был принят, и рекомендовано было правительству и президенту создать именно вот «Дороги Арктики». И сегодня, благодаря деятельности вот этого дорожного хозяйства, осуществляется альтернативный завоз грузов в зимнее время, потому что мы знаем, что по северу, я извиняюсь, плавают, значит, по рекам консервные банки, ржавые, значит, и в любой момент может получиться срыв. И в связи с этим я хотел внести одно предложение. Сегодня в России парадоксально нет понятия автозимника. В связи с этим необходимо, а мы об этом говорили здесь в свое время с Игорем Никентьевичем, он совещание, значит, собирал в марте месяце, как раз перед пандемией, но вот потом это дело затухло. Надо это дело продолжить, разработать законопроект и выйти с инициативой Госдумы Российской Федерации по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации в части включения понятия сезонные автомобильные дороги в арктической зоне, которым отнести автозимники как элемент дорожной сети, установление их правового статуса, определение нормативов обустройства, содержания, эксплуатации и, самое главное, порядок выделения финансовых средств из федерального бюджета.
Сегодня федеральный бюджет практически деньги не выделяется. Время. Дальше рекомендовать правительству оптимизировать, вот сегодня совершенно правильно говорят, структуру, сократить количество участников Северного завода. И мое мнение как раз совпадает с мнением Матвея Николаевича в передаче полномочий общего руководства и координации как раз, значит, по назначению Министерства по делам Арктики и народов Севера. Дальше правительству разработать научное обоснование рекомендаций по ускорению ледостава и созданию сети автозимников продленного действия с использованием экстремально низких температур наших региональных атмосферного воздуха. Данный вопрос напрямую касается Министерства транспорта и дорожного хозяйства, заказчиков, всех подрядных организаций и в первую очередь казенное предприятие «Дороги Арктики», которое занимается автозимниками протяженностью 6000 километров, которые устраиваются в основном по бесчисленным водоемам. Искусственное наращивание толщины ледовых зимников может продлить перевозку грузов автотранспортом до 5,5 месяцев за зимний сезон, вместо 4 обычно, как всегда вот сегодня делается. А это, вы сами понимаете, дополнительные десятки тысяч грузов, крайне необходимых для Севера. Вот, в основном вот эти вот, значит, предложения и многие, ну, некоторые вопросы, то, что вот я наметил для своего выступления, они отражены, значит, в проекте решения, и надо будет, значит, естественно, я прошу утвердить. Мы вас благодарим. Спасибо. Ваши предложения мы получили и в рекомендации включили, и дополнительно то, что вы говорили, обязательно, по зимникам особенно, да? Так, спасибо большое, Иван Иванович. Слово предоставляется Захаровой Александре Гаврилевне. Захаров Александр Гаврилович, глава Тюметинского и Винкийского национального наследия, Булунский район. Пожалуйста, Каймылыр. Здравствуйте, уважаемая Елена Христофоровна, Виктор Николаевич, Михаил Викторович. Я подготовил информацию по снабжению продуктами питания населения села Таймылыр. Администрация сельское поселение Тюметинский национальный и Винкийский наследие Булунского района села Таймылыр. Население более 800 человек. Снабжается социально значимыми продуктами питания через АО «Якутоптор». Ну, перечень основных продуктов СЗП, 12 перечней. Так, дальше. Доставляется наземным транспортом автозимник. Анализ поставки заявок СЗП в 2019 году составил 60 тонн, а на 2020 году 39 тонн. Почему 39? У нас с 2019 года был остаток, поэтому заявка была на 39 тонн. Так, 17 ноября у нас в продаже закончились крупа манная, рис, гречка, чай заварочный, молоко сухое, молоко сгущенное. Остаток продуктов на 8 декабря 2020 года. Мука 4 тонны 850, сахар 2 тонны 600, масло растительное 360 бутылок, макаронные изделия 1 тонна 215, чай пакетированный 1174 коробок. Остальными продуктами население снабжает количество продуктов в городе Якутске до закрытия зимника. В данное время в продаже не имеются дрожжи, кондитерские изделия, детское питание, молоко сгущенное, молоко сухое, масло сливочное, маргарин. В 2019 году было выделено и выполнено 2 авиарейса «Зеленый рейс». В 2020 году, вот 17 декабря у нас было доставлено зеленым рейсом на 1,5 тонны. Яся 15 мест.
картофель 816 килограммов, лук 281 килограмм, детское питание пюре 360 Пожалуйста, штук. предложение. Александр. Распределено по семьям. У нас получается 290 семей. На одну семью 3 килограмма картошки, 1 килограмм лука, 15 штук яиц. Так, можно еще, да? Говорите, говорите. В 70-е, 80-е годы население села Таймылыр, Тюмяти, Усть-Оленек, поселок Таймылыр, снабжалось продуктами питания, хозтоварами, водным транспортом. 70-е, 80-е годы. Тогда был холбос. Имелось 2 склада, один холодный, один теплый. Это 60-го года постройки. У нас сейчас дизтопливо, котельная работает газоконденсатом, и дизтопливо уже дизельное, да? Они завозят водным транспортом. А вот почему продукты, вот, как 60-е, 80-е годы водным транспортом, да, завоз. И предложение расширить ассортимент СЗП для арктических районов, предусмотреть выделение финансовых средств на дополнительное выполнение «Зеленый борт» в количестве 2 авиарейсов, так как один авиарейс не удовлетворяет потребность жителей села Таймылыр. Все, да? Ну, у меня все. Спасибо. Так, это вопрос по обеспечению финансированием СТИКСи до вас, кто транспортные расходы на себя берет. Вы сами возите, да? Деньги предусмотрены на это? Ну вот видите. Ну ладно, спасибо. Дальше идем. Слово предоставляется Томской Тамаре Дмитриевне, главе, значит, Барагонский наслед Булунского района. Тамара Дмитриевна. Томская. Нету, да? Так, ну тогда на место нее мы попросим Татьяну. Нет ее? Руку поднимите, пожалуйста, Тамара Дмитриевна, если вы здесь. Мы не видим вас. Так, она должна быть, да? Ну, ее нет. Ну, ладно. Примерно такого, так, Татьяна Асаева, Татьяна Николаевна, ее, значит, предложение озвучит. Добрый день, уважаемые депутаты, Виктор Николаевич, Елена Христофоровна, Михаил Викторович, коллеги. Сейчас очень большое внимание оказывается арктической зоне, и наша совместная задача, чтобы человек в Арктике жил достойно, пользовался всеми благами цивилизации. На заседании комиссии Общественной палаты, на пленарном заседании мы постоянно рассматривали вопросы обеспечения продовольствием арктических районов. Вопросы некоторые решены, но есть проблемы. Сегодня, значит, на сегодня зеленые рейсы полетели в Таймылыр, в Намы. Но теперь проблема стала сейчас в авиации. Не хватает социально значимых пассажирских авиарейсов. То есть, если вертолет повез зеленый груз, значит, естественно, остаются пассажиры. Или, значит, возникает, если санрейс, то опять же, значит, пассажиры остаются, и зеленый рейс остается. То есть вот эту вот проблему, значит, об увеличении количества социально значимых пассажирских авиарейсов необходимо нам решать. Далее, значит, сокращены на сегодня почему-то авиарейсы Тикси-Якутск. Полярные авиалинии у нас не летают. Раньше они летали по вторникам и пятницам, сейчас только летает Якутия. Тоже без объяснения причин. Благодаря нашим предпринимателям, вот как действительно Виктор Николаевич сказал, что действительно после развала Советского Союза наши предприниматели действительно обеспечивают население продовольственными товарами. Благодаря им мы сейчас, ну, более-менее, как говорится, существуем. И предложение, значит, действительно необходимо Министерству предпринимательства и туризма рассмотреть вопрос об оказании и поддержке наших предпринимателей арктической зоны, занимающихся завозом продовольствия. То есть какие-то
Ну, поддержка должна быть. Следующее предложение. Правительству Республики Саха-Якутия необходимо, я думаю, что выйти с предложением Министерства обороны Российской Федерации об открытии военторга в поселке Тикси. Виктор Николаевич знает, да, Виктор Николаевич? Сейчас у нас увеличивается количество военнослужащих, дислокация, значит, будет еще больше увеличиваться, и поэтому военторг, значит, в Тикси-3, он необходим. Да, палочка-выручалочка. То есть у них всегда завозится военными бортами продовольствие. И если откроется вот этот военторг, будет очень, как говорится, большая помощь. Ну и нам будет, да? Так, и, значит, Министерство обороны тоже, в общем-то, они никогда не отказываются. Мы тут раз, когда было у нас тоже совещание, по организации оздоровления летнего отдыха детей Арктики. Раньше, тоже Виктор Николаевич в курсе, да, как наступает 1 июня, нас вывозили до августа месяца на море, централизованно, военными бортами, по 300 ребятишек каждый год. Вот практически, ну, я, как говорится, дитя Советского Союза, в общем, каждый год мы выезжали на оздоровление. Я думаю, вот это тоже надо возобновить. Я думаю, что они не будут, как говорится, отказываться. Вот такие конкретные предложения. Вы у нас боец всегда за общие дела. Очень благодарны за вашу работу. Ну, конечно, эти вопросы, наверное, может быть, нам инициировать на уровне вот вашего совета, да, инициировать вот этот, там, Министерство Дальнего Востока, вопрос, вот, который обсуждаем сегодня, да. Так, дальше слово предоставляется Шпарко Любовь Емельяновне, главе Угольнинский муниципального образования, Угольнинский наслед Верхнеколымского ВУЗа. Пожалуйста. Говорим. Здравствуйте, доброе утро, участники расширенного заседания. Я глава Угольнинского наслева Шпарко Любовь Емельяновна, это Верхнеколымский район. Вот. Хочу сказать, что населенный пункт у нас, численность населения 213 человек. Угольная находится 60 километров от районного центра, поселок Зырянка. В общем, я хочу сказать, что наш населенный пункт полностью обеспечен продуктами питания и обеспечивает нас продуктами питания. Это индивидуальные предприниматели. Ну вот, я хочу, чтобы вы внесли в протокол такое пожелание от нашего наслега, от меня лично. Я знаю, что, то есть, в поселке Зырянка работает Якут-Укторг, да, который обеспечивает малообеспеченные и труднонаселенные пункты, малообеспеченное население. Вот. И у нас уже, вы знаете, что цены растут, дополнительные доходы. Есть предложение, чтобы при возможности открыть филиал в каждом населенном пункте, то есть Якут-Укторга, чтобы как глава и администрация мы можем предоставить помещение и взять на себя коммунальные расходы. Для нашего населения, особенно для малоимущих, это будет очень удобно и не будет никаких возникать проблем. Так, все, да, спасибо большое. Предложение обязательно. У нас стенограмма ведется, стенограмму мы обязательно должны разместить. Слово предоставляется Находкину Спасибо. Андрею Михайловичу, пожалуйста, председатель комитета. Уважаемый президиум, уважаемые участники, согласен с коллегой, народным депутатом Матвеем Николаевичем Евсеевым, что по обеспечению населения 13 улусов арктической зоны занимаются многие министерства, предприятия. Вроде бы занимаются все, но цены там высокие, продуктов
не хватает. Сегодня мы уже услышали это. Спасибо нашим предпринимателям в лице министра по предпринимательству Ирины Сергеевне, что 90% обеспечивает наши предприниматели. Я уверен, что Минпред поддерживает тех предпринимателей, которые работают денно и ночно в Арктике. Так, ну вот, как я говорил уже, участников очень много. Еще и предлагается вот, создать дополнительный департамент вот, по данному вопросу. Также специально создано распоряжением главы от 22 июля этого года рабочая группа по обеспечению населения арктической зоны во главе с председателем Колодезниковым Алексеем Засимовичем, заместителем председателя Губаревым Виктором Николаевичем и с многими членами. Вот что сделано вот этой рабочей группой, которая уже создана с 22 июля и работает. Да, наши предложения Комитета по силовой и аграрной политике по проекту решения рекомендовать правительству Республики Саха-Якутия Тарасенко, но с 2021 года на 2021 год рассмотреть при уточнении государственного бюджета Республики на 2021, плановый 2022-2023 годы вопросы дополнительного финансирования в государственной программе Республики, будь это по сельскому хозяйству или по Арктике, мероприятий по обеспечению сельскохозяйственной продукции по северному завозу и увеличение общего размера финансирования этих мероприятий на предстоящие годы. И на перспективу рассмотреть вопрос об определении Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия единым уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха-Якутия по вопросам северного завоза, продукции, товаров в северные арктические вуз-районы. Потому что, как мы уже все здесь сказали, заметили, Министерство Арктики специально создано вот для всех дел решения вопросов Арктики. Спасибо. Спасибо. Матвей Николаевич, пожалуйста, Евсеев, народные депутаты идут. 5 минут. Так, Любовь Викторовна Христофорова, пожалуйста. Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия. Любовь Викторовна Христофорова. Здравствуйте. Спасибо, что дали слово. Большая благодарность нашему комитету Госсобрания за то, что поднимать такие важные темы, жизненно необходимые для наших северян, и что отрадно то, что такое большое количество участников совещания. Но я хочу вот сказать по зеленым рейсам, который был вопрос, кто ответственен за наследов. Ответ мы все слышали, но в чате все районы пишут, вот, которые участвуют в совещании, о том, что таких полномочий у муниципалитетов нет. Необходимо будет разобраться правительству. Так, значит, и пишут о расширении перечня детским питанием. Это вопрос тоже очень важный для отдаленных наследов. Кроме этого, мы поддерживаем вот предложение Владимира Ильича о том, что правительству необходимо уделить особое внимание вопросам лекарственного обеспечения наравне с продовольственным обеспечением. Не отдавать это на откуп частным аптекарям, которые как могут, так и возят лекарства. Затем, значит, вот обеспечение населения питанием – это важный вопрос, показатель качества жизни населения на самом деле. Но сегодня предпринимателям крайне невыгодно работать в наших отдаленных наследях, будь то пекарня, будь то магазинчики. Значит, необходимо правительству продумать вопросы каких-то льгот по налогам, по коммунальным платежам, потому что сейчас пишут, что в селе Нелемное 70 тысяч выставили пекарни маленькой, у которой там обороты всего в день-то несколько сот рублей, наверное.
Поэтому вот это необходимо продумать. Помимо субсидирования предпринимателей, работающих в наших отдаленных наследях, продумать вопросы льготного налогообложения и транспортного, и по коммунальным платежам и так далее. Вот такие у нас предложения. Спасибо. Спасибо, Любовь Викторовна. Действительно, да, хлебопечение – это важный вопрос. Было время, когда мы хотели оставить это государственном попечении. Как говорится, хлеб – это самый главный вопрос. Но в то время министр предпринимательства, и мы решили поднять вопрос именно на уровне муниципальных образований, решить вопросы коммунального платежа. Да? По некоторым районам оно не смогли, потому что повышаются тарифы же на цвет. Это очень важный вопрос. Я надеюсь, Ирина Сергеевна здесь присутствует по этому вопросу, какие-то меры совместно с правительством все-таки примут. Хлебопечение – главный вопрос. Так, дальше. Слово предоставляется Владилене Абрамовне, Якутская Арктика. По 5 минут, товарищи. Вы смотрите, у нас выступающих очень много сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Слышно, да? Слышно. Слышно. Добрый день, уважаемые участники совещания, народные депутаты, Елена Христофоровна. Я хотела немножко выступить по ценам, да, в арктических вузах. Мы проводили мониторинг благодаря Винокуровой Лиане Алексеевне, да, обзванивали по всем вузам, они нам отправляли цены на продукты питания, которые на сегодняшний день стоят в магазинах, да, арктических районов. Исходя из этого видно, что там цены вообще неподъемные для кармана простого жителя арктических районов, да. Там, сами знаем, что зарплата очень маленькая. Яйца куриные, допустим, для примера, стоят 75-800 рублей за одну ячейку. Яблоки, бананы, мандарины, там 700-800 рублей за килограмм. Виноград тоже самое, около 1000 рублей. Колбасные стоят 1000-1500 рублей за килограмм. Сыры. В общем, видно, что цены очень большие, да, и для простого жителя Арктики это Так, отключились. Понятно, да, это важный вопрос. Перечень социально значимых продуктов питания, медом, молоком, яйца куриные добавить, детское питание, допустим, нестажен нам стоит здесь в городе Якутске тоже очень дорого, за банку 500-600 рублей. А в арктических районах эта банка стоит около 2000-3000. Так, Владимира Дмитриевна, спасибо вам большое. Михаила Викторовича Никифорова. Ага. Слышно, да? Слышно, но у вас связь пропадает. Я скажу, вы поднимаете важный вопрос ценообразования. Это мы здесь в документах не подчеркнули, но это мы обязательно дальше будем работать по этому вопросу. Но самое главное, вы увидели, что 10%, да, и 90% это цены, которые подняли наши предприниматели. Да, я хотела именно это сказать из доклада. Елена Христофоровна, я минуточку еще скажу. Из доклада Михаила Викторовича видно, что вы сами видели, да, что социально значимые продукты питания государственными предприятиями 10% всего завозится, а необходимо предусмотреть в законе конкретную государственную поддержку малому и среднему предпринимательству, работающему в арктической зоне республики, Российской Федерации. Да? Это субсидировать транспортные расходы по завозу продуктов питания в арктические зоны до 70%. Также определить сроки годности продуктов по поясам. И в связи с труднодоступностью и большим расстоянием между населенными пунктами, я считаю, необходимо восстановить работу малой авиации. Да? Также возместить поселением транспортные расходы по северному завозу от центра до поселения. Мы об этом говорили сегодня. Да? И также, я считаю, очень важно увеличение сроков охоты и рыбалки и охоты для местного населения Арктики, так как это зачастую является единственным источником питания. А территории арктических районов признать территорией традиционного природопользования. Конкретными мерами можем как-то помочь. Спасибо большое. Якутская Арктика по всем вопросам очень активно участвует. Мы мониторинг проводили и по ветуправлениям, так, и по этим продуктам питания проведена с участием нашего уважаемого
уважаемой Винокуровой Юлианы Алексеевны, нашего ученого, которая вот очень активно мониторит все вопросы, не только эти, да, и оленеводство, и климата. Мы очень благодарны ей. Так, дальше слово предоставляется Раисе Марковой, Булунский район. 3 минуты, по 3 минуты, пожалуйста. Решение. Так, так назывались именно. Есть Раиса Маркова, Булунский? Нет ее. Дальше Владимиров. Есть, да? Так. Раиса Маркова, пожалуйста. Да, я здесь. Ага. Слышно, да? Слышно. Предложение? Во-первых, предложение. Я уже повторяться не буду, наверное, да, Владимира Абрамова уже все это сказала, то, что и тема такая у нас именно по российским улусам, по продуктам. Знаете, какие цены у нас в улусе, знаете, какие у нас расстояния, поэтому я присоединяюсь к предложениям, какие есть. Алло? Слышно. Говорите. Слышно. Все, спасибо, Ирина Христофоровна. Мое предложение вот такое же, какое было у всех, которые сказали раньше. Все тогда, да, спасибо. Все тогда, спасибо большое за предоставление. Так, Любовь Леонидовна, пожалуйста, Евловская, народный депутат Арктики. Еще раз добрый день, меня слышно? Слышно. Ага. Я хотела бы сказать, что действительно 1/10 часть, это за что отвечает государство, значит, по северному завозу, это очень мизерная цифра. Значит, учитывая, что питание – это безопасность здоровья граждан, а за безопасность здоровья, безопасность здоровья граждан отвечает 100% это государственные функции, поэтому контроль и координацию никто, значит, с государства не снимал и не отменял. Что касается, значит, вот этих вопросов, которые мы сегодня обсудили, это очень актуальные вопросы. И я хотела бы сказать, что по северному завозу тут надо было бы еще и добавить, помимо лекарственных средств, и завоз медицинского оборудования, Елена Христофоровна. Потому что мы сейчас, значит, знаем, что по программе первичной модернизации здравоохранения будут доставлены новые приборы оборудования, но опять же все это распределяется по районным центрам. А нам надо, чтобы ФАПы и врачебные амбулатории тоже были, значит, обеспечены на должном уровне уже тем требованиям, которые должны отвечать в 21 веке. Поэтому в связи с ковидом я тут тоже не согласна как врач, потому что потребление продуктов питания, оно должно быть усилено, особенно в декретированной группе населения, это дети и, значит, старшее поколение. Поэтому нужно здесь определиться с заявками. И тут, наверное, не только один Минсельхоз виноват, значит, и мы не ищем тут виноватых, мы сейчас сегодня ищем пути решения, значит, данного вопроса. Поэтому обвинять друг друга, я думаю, тут не стоит. Поэтому, Михаил Викторович, обратите внимание на заявки, пожалуйста, со стороны глав населенных пунктов, значит, отдаленных, труднодоступных наследников. В должном ли порядке они, значит, в объемах дают эти заявки по потребности населения? Судя по всему, значит, если имеется такой дефицит продуктов, скорее всего, значит, эти заявки снижены по объемам. Поэтому здесь нужна тоже координирующая, значит, и контрольная функция со стороны исполнительных органов власти. Спасибо. Спасибо, Любовь Леонидовна. Слово Владимир Ильич, 3 минуты. Предложение. Владимир Ильич. Да. Он здесь? Ага. Да не, Иван Иванович, я вижу потом, обязательно. Владимир Ильич, пожалуйста. Да, Елена Христофоровна, спасибо. У меня 2 конкретных предложения. Первое, это в решении расширенного заседания комитета прописать первое правительству, рекомендовать правительству разработать механизм завоза жизненно необходимых важнейших лекарственных средств. Это первое. И второе, проработать вопрос. Вот мы сегодня поняли, что 90% товара, продуктов завозится предпринимателями. И нельзя ли их включить в конкурс по поставщику?
конкурс поставщику. Не надо, мне кажется, создавать там Арктика-Торг, представительство и так далее, а просто в конкурс, на конкурсной основе выбрать. Сегодня эти индивидуальные предприниматели, я знаю, самолетом, пароходом, еще они доставляют 90% товаров. И поддержка только нужна. Поэтому вот когда выбор поставщика основного по завозу товаров и грузов первой необходимости, мне кажется, на конкурсной основе их тоже надо подключать обязательно. Спасибо. Так, ну цены-то подняли предприниматели за 800 рублей килограмм. Ну, они завозят вот без никакой поддержки, они заказывают, фрахтуют самолеты вот и так далее. Будет поддержка, тогда у них отработано. И тогда вот и... Наименование социально значимых продуктов, а этот продукт обязательно... В условия прописать, чтобы они там цены установили такие-то и так далее. Специально я держу одно очень... А так дополнительно создавать какие-то и так далее, мне кажется, это неправильно. Иван Иванович, пожалуйста, спасибо. Предложения конкретные. Иван Иванович, включите микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, тут в основном все сказано, конечно. Андрей Михайлович абсолютно поддерживаю, Матвей Николаевич поддерживаю. У нас Арктика, да, вот и я говорил об этом, кому не лень занимается. Вот все-таки министерство создано, министерство должно заниматься. Второй момент. Слепцов Иван Иванович, вот его пример, как МУП работает, его пример как проект, как пилотный проект, надо взять за основу. Как работает человек, как он в этом направлении поставляет на северный завод. Вот его пример очень хороший пример. Так, насчет военторга тоже согласен. Насчет, вот хотел бы добавить насчет санавиации. У нас очень много санавиации, выделяется денег. Если, ну там же спланировать это же возможно. Вот 13 районов, сколько у нас выполняется санавиацией. Обычно санавиация впустую летают, наверное. Ну вот в этом направлении тоже были бы, если бы решения были бы комплексными, да, и санавиация при полете, там, при заказах, при заявках могли бы и поставлять тоже бы продукты в этом направлении. Спасибо. Все. Иван Иванович, ну сейчас мы слово предоставляем Котенко Ирине Владимировне, руководителю Союза предпринимателей, кооперативов, человек, которая очень много сделала за эти годы в защиту предпринимательства. И вот мы, значит, специально ее пригласили, чтобы услышать ее мнение. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Меня слышно, да? Слышно. Меня слышно? Слышно. Спасибо большое. Мы вчера очень плотно поговорили, Елена Христофоровна, с вами на вашем приеме по северному завозу. И многие вопросы наши были решены там же, на этом приеме. И те вопросы, которые следует решить уже совместно на вашем комитете, я поднимаю повторно. Полностью согласна, Виктор Николаевич, с вашим выступлением. Огромное спасибо и низкий поклон за те проблемы, которые вы сегодня озвучили по Арктике. Поэтому 3 года тому назад была разработана концепция создания институционного центра управления «Северный завод», который разработали ребята в Smart Unit. И до сих пор эта концепция не была внедрена, хотя 3 года на координацию работ по северному заводу. Затем в течение 5 лет, по-моему, мы уже работали с Федором Виктором Николаевичем под понятийным аппаратом «Северный завод». Что это такое, чтобы подкрепить его нормативно-правовой базой? По-моему, до сих пор этот вопрос не решен. Хотелось бы, чтобы как-то продвинуться в этом вопросе. Затем предусмотреть возможность возвращения льгот для предпринимателей, которые работают в Арктике, именно поставкой оптовой торговли по северному завозу, которые действовали до 2005 года. Затем предусмотреть источники финансирования данного проекта и предусмотреть, я имею в виду по мониторингу, источники, которые бы опережали финансирование завоза продукции. У нас сейчас идет по конечному результату. Затем развитию северных территорий поможет снижение страховых взносов для субъектов малого и микробизнеса, повторюсь, микробизнеса, который локализуется только в районах Крайнего Севера. Могу как член комиссии при Минпреде сказать, что приоритетное направление по субсидиям, программам и кредитам пользуются у нас предприниматели
именно Крайнего Севера и Арктики. У них 20 баллов, приоритетный вектор именно помощи, по получению помощи. И насколько я знаю, в этом году им выделили около 40 миллионов. Могу ошибаться, плюс-минус. Но это точно так и есть. По поводу помощи и помощи по Северному завозу. А ведь можно и не помогать в плане дотаций каких-то определенных, а может быть развить нам мини-фирмы. Например, очень хорошо предприниматели пользуются субсидиями Минпреда и разводят кур, мини-фермы и куропатки. Посмотрите, завозить яйцо это дорого и очень накладно. Почему? Потому что срок очень маленький доставки и очень ограниченные у нас сроки реализации. Поэтому развитие помогло бы и предпринимателям заинтересоваться, остаться на местах Арктики и развивать свой бизнес. Затем, при рассмотрении законопроекта, который будет буквально 24 декабря, убедительная просьба как зампредседателя Координационного совета при главе республики его рассмотреть, посмотреть. Принимали полное, активное участие и Министерство экономики, Министерство предпринимательства, а особенно все бизнес-сообщества. И по возможности мы посмотрели, конечно, предусмотрели все и всех, у них низкие будут налоги, низкие ставки базовой доходности по районам Крайнего Севера и Арктики. Но, тем не менее, будет возможность еще каким-то образом включить туда понижающий коэффициент. Это было бы очень хорошо. И особо обратить внимание, если будет создаваться департамент по торговле, по обеспечению именно северного завоза, возможно найти какие-то заводы и комбинаты, которые бы согласились бы выпускать по старым ГОСТам без применения тех условий, но именно детское питание, консервацию овощную и фруктовую по ГОСТам с выходом сроков реализации на 2 года. Сейчас технические условия, которые позволяют сделать срок годности до 6 месяцев, буквально толкают предпринимателей завозить товары на свой страх и риск. Этого делать нельзя. Правильно возмущаются и правильно выносят до нас то, что сроки годности очень низкие, и боимся завозить именно такие детские товары в районы Крайнего Севера. Хочу буквально 30 секунд заострить внимание, что в принципе можно было бы в городе наладить переработку, заморозку, сухую вакуумную заморозку овощей. Посмотрите, у нас Минсельхоз что сделал? Картофель возле города Якутска выращивают в больших объемах, но условия хранения есть не у всех. Почему бы нам не создать цех и не выпустить, не наладить производство вот именно высокого качества заморозки и не поставлять это на север и в районы Крайнего Севера? Великолепное качество, логистика сокращается только с Якутска до севера. У меня все, спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Очень дельные предложения, интересно было слушать. Так, ну, сейчас мы завершаем и слово предоставляем человеку, который сегодня весь груз по социально значимым 10% обеспечения населения продуктами, Николаю Николаевичу Алексееву. Так, и на этом завершим. Пожалуйста, Николай Николаевич. Николай Николаевич, подключитесь. Добрый день. Слышим. Слышно, да, меня? Ну, 1,5 года я занимаюсь, руковожу этим предприятием, которое объединенное предприятие Тюмада Гроснап и Кутапторг. Ну, о проделанной работе, как бы Михаил Викторович все сказал, я хотел бы остановиться на тех вопросах, которые повысят, на наш взгляд, обеспечение арктических районов. Ну, во-первых, я хотел бы к вам обратиться за помощью в части того, что на сегодняшний день на законодательном уровне отсутствуют нормативы потребления 12 социально значимых товаров. То есть каждый глава чисто интуитивно по наитию делает эту заявку. Если был бы норматив потребления установлен законом, то мы бы за них сами рассчитали, взяли бы среднестатистическое количество населения каждого населенного пункта и сами бы контролировали.
Сейчас на этот вопрос полностью отдан на откуп опытности глав. Теперь, для того, чтобы расширить перечень в части, допустим, фруктов, овощей, я хотел бы попросить депутатов помочь мне довести до конца ремонт овощехранилища, крупнейшее овощехранилище в Республике Саха-Якутия, это 5000. На сегодня предприятие своими силами сделало 50% этих работ. Но чтобы в дальнейшем развивать качество, я прошу вашей помощи. И я может, там мелко думаю, но на сегодня, чтобы в рамках тех бюджетов, которые денег есть у нас, наиболее эффективным, исходя из опыта работы в советское время, я считаю, что это строительство торгово-логистических центров по бассейнам рек. Это Индигирка, Белая гора, Яна – это Усть-Куйга, и Колыма – это Зеленый мыс. Там все базисные основы в виде причальных стенок, судовых кранов, все это имеется. Проекты мы разработали. И этот, на наш взгляд, это есть ключ решения многих задач. Это доставка в навигацию овощей, это сокращение затрат в 2 раза на авиадоставку в рамках имеющейся субсидии за счет сокращения расстояния. Мы сейчас все самолеты гоним с Якутска. При наличии торгово-логистических центров это расстояние сокращается в 2 раза, а количество рейсов, соответственно, тоже увеличивается. Это же, опять же, согласно по требованию закона, эти торгово-логистические центры могли бы стать местами хранения лекарственных препаратов и детского питания. При этом я считаю, что сумма потребностей для строительства, хотя бы для начальных этих 3 торгово-логистических центров, составляет всего лишь 120 миллионов. Помогите, пожалуйста, это осуществить, и мы готовы в кратчайшие сроки это сделать. Подготовительную работу мы уже ведем целый год. То, что касается технического обеспечения автотранспорта, кораблей, торгово-логистических баз, необходимых для осуществления северного завода в части города Якутска, мы это все в течение года сделали. Вот самый ключевой вопрос, может так, в рамках нашей работы, эти 3 торгово-логистических центра. Это 2 раза увеличение самолетов, непрерывное хранение, и это позволит в будущем расширить ассортимент. Если мы на законодательном уровне расширим ассортимент, а не будет мест приемки и хранения, это все сведется полностью к нулю. Все, спасибо большое за понимание. Спасибо. Так, спасибо, Николай Николаевич. Еще хотел вам сказать самую важную вещь, Михаил Викторович слышит как раз. Раз мы занимаемся северным завозом, строительством торгово-логистических центров, и строительство торгово-логистических центров, в свою очередь, связано с программой Минвосток развития. Мы также были у Крутикова, все этот вопрос муссировались, обсуждаются различные варианты, поэтому маленько нам тоже непонятно, когда у нас 1 миллион кураторов. Поэтому хотели бы попросить, в связи с тем, что строительство торгово-логистических центров является на сегодня важнейшей проблемой, то передать нас под ведение Министерства по делам Арктики. И второй вопрос. Раз мы занимаемся завозом в Арктику и все цели и задачи нацелены на полное обеспечение и качество продукта, то у нас есть непрофильные виды деятельности. Я попросил бы депутатов, правительства избавить нас от этой непрофильной деятельности в виде производства детской молочной кухни. Это целая отдельная отрасль, где надо прикладывать 100% силы, чтобы достигнуть успеха, но разрывать... Все, спасибо. Спасибо, Николай Николаевич.